Закон о кадастре недвижимости вступит в силу 1 октября этого года. Закон можно назвать революционным, так как в стране до этого отсутствовала единая система учета и регистрации прав на недвижимое имущество и хранения информации о нем. Какие изменения нас ждут с октября? Кто и как должен оформлять теперь недвижимость и чем теперь будут заниматься БТИ? Об этом разговор в студии. Наши гости — директор кадастровой палаты Тимур Сангули и юрист Олег Папаскирин. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый день. Здравствуйте. Итак, Спасибо. с 1 октября мы ждем вступления в силу такого важного закона, о котором мы неоднократно здесь в студии говорили, зачем он нужен нашей стране, как он изменит, как повлияет на рынок недвижимости. Давайте коротко для слушателей начнем, наверное, с того, вот для тех, кто вот сейчас в ближайшее время будет оформлять недвижимость, какие изменения его ждут? Главным изменением, наверное, является то, что для того, чтобы дальше производить оформление и действия какие-либо юридически значимые по купле-продаже, дарении или иные действия с недвижимостью, нужно встать на кадастровый учет и перерегистрировать свои права. То есть мы зафиксируем ранее сформированные, создавшиеся права на недвижимость гражданина. Это самая сложная задача, потому как она подразумевает под собой и проведение полномасштабных кадастровых работ. То есть при первичном обращении нужно произвести сверку имеющихся материалов у гражданина, являются ли его документы о местонахождении земельного участка, местонахождении здания, сооружения или помещения, соответствующие требованиям кадастра, закона о геодезической и картографической деятельности, и выдерживают ли эти требования. Если они выдерживаются, то срок кадастровых работ будет значительно сокращен, возможно, до исключительно акта обследования объекта недвижимости, и тогда нужно будет провести исключительно кадастровый учет и регистрацию прав. А если материалы будут не соответствовать какие-то то потребуется проведение этих работ. То есть какой первый шаг должен сейчас сделать гражданин, который хочет оформить недвижимость? Идти в администрацию, в БТИ, как это раньше делалось? С 1 октября все зависит от того, какое именно действие он собирается предпринять. То есть если это продажа недвижимости, то он обращается в нотариат. Нотариат предоставит список необходимых документов для проведения учетно-регистрационного, заверения договора сделки, купли-продажи. И одним из документов является выписка из кадастра недвижимости. Выписка из кадастра недвижимости создается, как я и сказал, предыдущий пункт, это постановка на учет, внесение сведений о объекте кадастрового учета, сведений о объекте недвижимости, то есть о правообладателе и о всех аспектах его владения и о всех аспектах получения права на недвижимость. Выписка предоставляется после проведения кадастровых работ, учетно-регистрационных процедур, и далее он идет всю ту же самую процедуру, как и ранее проходил с нотариате. То есть она просто заменяет справку-характеристику из БТИ. Закон долго разрабатывался, долго принимался, и после вступления наверняка будут какие-то возникать сложности. Безусловно. Как с любым законом это происходит, и на практике будет видно, что какие-то доработки может быть. Олег, вот с вашей стороны, как с юристом, как вы считаете, может ли вот на практике какие-то проблемы возникнуть при реализации этого закона или какие-то сложности, на ваш взгляд? Безусловно, будут проблемы и сложности, потому что кадастр — это уже более современная, более сложная система учета, и переход от нее потребует адаптации тех документов, которые ранее создавались, и они далеки от совершенства по своей полноте, по своей точности. Не всегда они достоверны, и мы знаем, к сожалению, что на практике часто бывает, что документы и сведения об объекте на бумаге и в реальности отличаются. И, разумеется, каждый раз я думаю, после описания такой схемы, каждый раз собственники объектов будут сталкиваться с необходимостью приведения в соответствие своих документов реальным параметрам объекта, и прежде всего это отразится, скорее всего, на скорости подготовки и проведения сделок. Но сам процесс, он необходим, и он очень важен, потому что четкий и правильный учет недвижимости через кадастр, через реестр, это на данный момент это минимальный и обязательный атрибут нормального цивилизованного государства.
Ну и роль БТИ наверняка изменится. Давайте об этом тоже поговорим, потому что некоторые граждане вот обсуждают вопрос такой, что БТИ вообще упраздняется, они могут исчезнуть, или чем они будут заниматься, какова их роль сейчас в данном в этой случае системе? сложно сказать. Я сказать, уполномоченный администрации, ведь БТИ являются структурой администрации района, и они являются их прямыми подчиненными. Они созданы для цели реализации предоставления необходимых услуг от администрации района. И администрация может переориентировать их, но тут нужно сразу отметить, что если смотреть просто функционал изначально советский, который был внесен в уставы БТИ и на котором зиждилась условно работа БТИ, это не весь функционал, который является сейчас. А часть его, в плюс к этому нужно добавить, что сегодня уже вышел не один закон о кадастре. Есть кадастроительный кодекс, есть иные документы, которые требуют дополнительных людских ресурсов, для которых нужно где-то изыскивать. Либо их нужно создавать с нуля, расширять иные штаты, либо перераспределять нагрузку между ведомствами внутри администрации. То есть это грамотное перераспределение нужно произвести. А вопрос о закрытии БТИ никогда не вставал. Более того, часть сотрудников мы приглашаем, и сейчас приглашаем, и изначально приглашали к нам. То есть идет вопрос возможности перехода части специалистов к нам. Всех специалистов мы не можем принять, потому что БТИ имеет огромный штат, сопоставимый со всей кадастровой палатой, при этом они распределяются не так, как сказать, не очень равномерно ни по стране, ни так, как нужно кадастровой палате. Что касается возможности предыдущего вопроса о скорости обработки, безусловно, именно первые учетные действия будут самыми сложными в плане того, что нужно проявить будет терпение, потому как первое учетное действие самое долгое. Оно может произойти очень быстро, за день, два или неделю, а может произойти чуть дольше, месяц может потребоваться, потому как мы же говорим о такой сложной задаче, когда мы согласовываем границы земельного участка с соседями. Иногда просто чисто технически может отсутствовать один из соседей физически. Ни его представителя не будет на месте неделю или две. И это нужно понимание проявить гражданам тоже, потому как это их соседи, они главные заинтересованные лица, чтобы вся эта скорость работ происходила. То есть в связке с заявителями мы будем работать. Скорость работ можно значительно увеличить, если граждане будут помогать. Но вы же проводили работу по внесению данных. Вот этот объем информации, он ранее позволит? учтенный. Он позволит нам быстро сориентироваться, что происходит, как происходит. И если данные, как я и сказал, эти соответствуют всем требованиям, то производится минимум работ. То есть согласование границ, фиксация ранее представленных материалов, и на этом заканчивается условно весь процесс. Не нужно выезжать, делать съемку границ местоположения земельного участка, контуров зданий, внутренних обмеров, и все это перепроверку, это не нуждается. Если ранее созданные материалы были достоверны. То есть наши ребята-геодезисты, которые работают по лицензии, они делают съемку земельных участков и зданий. Если они сделаны и представлены с координатами, то их повторно максимум нужно один раз перепроверить несколько выборочных точек. И то есть если они сделаны грамотно, то зачем их переделывать и заставлять людей платить дважды? Вот, например, у меня дом и участок. Да. Я его оформляла 10 лет назад. Мне сейчас что-то надо делать? А у вас есть? Какие у вас имеются документы, будут зависеть от этого? Домовая книга есть, допустим. Домовая книга — это всего лишь информация о наличии у вас прописанных договор лиц. Купли-продажи. Это основной договор, который позволит вам начать процедуру учетной регистрации прав. То есть мне все равно нужно будет прийти и... Да, схему нужно сделать земельного участка. У вас, если госакт на землю есть, вам нужно произвести координирование вашего земельного участка, согласовать границы вашего земельного участка с соседями. Только я должен уточнить, что согласование границ производится единожды. То есть повторного согласования одних и тех же границ никогда не производится. То, что зафиксировано в кадастре, если даже сосед будет изменять свои границы, то есть соседское землевладение будет уничтожено по какой-то его личной причине или по какой-то иной причине, образовывается новый объект, конкретно ваши границы не будут уточняться повторно. Когда мне это нужно сделать? Если я решу продать свой дом или же... Когда захотите. Есть какие-то обязательные сроки, Нету. что мы должны прийти? Никаких сроков обязательных нету. Есть только по заявительной форме. Вы можете обратиться, когда вам это будет необходимо, либо
в любой момент, когда вы посчитаете нужным, чтобы просто иметь возможность быстро в дальнейшем оперировать своими материалами и возможностью получения выписки. В случае, если будет производиться, так сказать, систематическая регистрация недвижимости, она тоже предусмотрена законом, мы будем проводить эти работы самостоятельно и уведомлять граждан о том, что мы проводим такие работы, уточняем их границы. Данные работы тогда будут проводиться безвозмездно. То есть, если будет такая возможность, мы, конечно, их будем производить тоже. Олег, насколько эта информация важна и интересна вот с точки зрения наведения порядка, да, и каких-то жилищных споров в будущем, избежания вот таких вот вопросов спорных? Часто же вы сталкиваетесь, как юристы, с такими делами? Да, разумеется. Одна из как раз таки спорных тем — это всегда границы и точная площадь земельного участка. Особенно, когда изначально граница была условно, там, по дереву, по столбу, по кривому забору, и, разумеется, люди понимали примерно, где их границы. Но сегодня, когда развиваются экономические отношения, и каждая сотка земли, каждый ее клочок очень ценен для каждого собственника или владельца земли. Разумеется, иногда могут там быть большие споры, конфликты даже за совсем маленькие участки земли. Поэтому внятная, однозначная и гарантированная граница, безусловно, будет в дальнейшем снимать эти вопросы. Но, разумеется, на этапе оформления неизбежно, что будут споры, конфликты, всякие выяснения деталей, где чей участок, где чья земля. Потом бывало так, что часто там люди строят, сосед ему уступил участок земли, так по-дружески, по-свойски, вдруг такое случается. Но по факту земля относится к одному человеку, на нем край здания другого собственника. Разумеется, все эти вещи потребуют того, чтобы вопрос был снят, и границы были однозначны и признавались каждой из сторон. Безусловно, это очень, очень важный момент, потому что в дальнейшем и границы земельного участка, и права на объекты недвижимости можно будет верифицировать, подтверждать, ссылаться на них, и это очень-очень важно. А вот 1 октября нужно ли до этого бежать что-то делать? Потому что некоторые суетятся, и им кажется, что какие-то оформления и вопросы, вот надо точку поставить до 1 октября. Каждый может решить для себя, сделать это до 1 октября или после 1 октября. Просто тут такая история, что кому легче сориентироваться в нынешней системе, он пытается сделать это в пределах нынешней системы, закрепить свои права какие-то, какие именно он сам для себя решит. И далее в любом случае нужно произвести переучет, перерегистрацию прав будет в рамках закона о кадастре и после 1 октября. Перерегистрация прав, я подразумеваю именно техническое, просто внесение сведений о правах на гражданина. Это не означает, что мы будем просто его права с нуля создавать. Мы просто подтверждаем его права, возникшие на основе другого документа до вступления в силу закона. Желания граждан, они могут обратиться и до 1 октября, и после 1 октября, либо в БТИ, либо к нам, но просто сроки до 1 октября остались буквально несколько дней. Мало что можно успеть сделать до этого времени. Тут нужно уточнить, что именно по срокам главное, чтобы успевали. И, в общем-то, картина не меняется, да, неважно, вот из ваших слов исходить, неважно, ты это до 1 числа сделаешь или после. То есть, если в будущем я хочу продать свой дом, я без кадастровой палаты это сделать не могу. Да. Без одобрения кадастровой палаты. Тут скорее не одобрение, а мы просто предоставляем сведения об вашем объекте недвижимости, чтобы нотариус мог подтвердить, что это ваш объект недвижимости, его характеристики, которые вы заявляете, чтобы договор мог состояться грамотно и правильно. И далее мы регистрируем ваш договор и переход вашего права другому будущему владельцу. Олег, если об эффекте поговорить этого закона, пока месяц-два, я понимаю, может год, тоже будет мало времени, чтобы говорить об эффекте, но какие первые мы почувствуем изменения после принятия этого закона, и как быстро, на ваш взгляд, это может произойти? Первый эффект будет, скорее всего, негативный. Скорее всего, потому что люди столкнутся с тем, что, оказывается, они владеют не такими параметрами земельного участка, он оказывается меньше или больше, либо у него есть часть участка, часть не оформлена. То есть люди начнут сталкиваться с тем, что то, что у них было там понятийно или устно, требует надлежащего должного оформления. Разумеется, это требует время.
Как правило, когда у людей сделка, они спешат, у них все время горит, поджимает, и окажется, что невозможно сделать в 1, 2, 3 дня все документы для сделки, потому что требуется кадастровый учет, обмер территории и так далее. То есть первые, скорее всего, будут такие вот эффекты, связанные с, возможно, техническим усложнением подготовки к сделке. Но спустя 2-3 цикла новые собственники уже будут, скажем так, иметь на руках готовые, перепроверенные и проверенные учетные документы. Разумеется, это и ускорит оборот объектов недвижимости в некотором смысле. С другой стороны, это должно упорядочить информацию и учет, и тем самым, может быть, не полностью, но хотя бы отчасти снизить и уменьшить количество споров и конфликтов. И третий аспект – это, безусловно, гарантия прав собственности или владения земельным участком, которая подтверждается, верифицируется, проверяется и сохраняется. Ну а с точки зрения привлекательности, инвестиционной привлекательности страны, если вот с этой точки зрения посмотреть, как это будет работать? Конечно. Это один из фундаментальных и таких важнейших принципов. Современный, правильный, полноценный учет прав на объекты недвижимости. Важно понять, что сам закон о кадастре, он де-факто в себе объединяет два закона. Один закон о кадастре недвижимости, другой о регистрации сделок с недвижимостью. То есть это таких два больших, масштабных, сложных закона. И у нас их не было. То есть фактически сейчас был такой правовой пробел, который заполняется, и команде из кадастра предстоит не переделывать прошлый опыт, а просто создавать новый материал, новый массив данных и новую сферу, которой не было. Сама информация, конечно, о сделках, о всяких объектах, она собиралась 30 лет, условно говоря. Но сегодня предстоит колоссальная работа, и чтобы были ощутимые, скажем так, эффекты, должны пройти годы, на самом деле, чтобы наполнилась база уже современной информации по всей Абхазии. Это очень небыстрый процесс. Это нам кажется, что тут может уйти 10-15 лет, трудно говорить, но это постепенно, по мере сделок, перехода прав собственности, купля-продажа, мена, дарения, наследства и так далее. Это не очень небыстрый процесс, но он необходим. Но несмотря на то, что 30 лет после войны прошло, у нас все равно остаются объекты не зарегистрированные, не оформленные. С ними что будет? Видит ли кадастровая палата такие пятна? Есть представление о том, что есть такие сложные объекты, у которых нету, зарегистрированных документов? Учтенных прав, современных учтенных прав, скорее оставшиеся от Советского Союза. Не всех из них являются, гражданами, которые могут вступить в свои права, так назовем, наши дружественные соседи. Недружественные. Недружественные, в кавычках дружественные. Что мы можем сказать? Есть процедуры, которые предусмотрены в законе, которые позволяют вступить в права. Это через судебная система должна помогать в этом вопросе. Она и помогала, она и работала, просто нужно это все упорядочить, и она будет при взаимодействии с кадастром. Есть иные механизмы, которые заложены тоже в кадастр, но там подразумевается, что все стороны должны дать согласие, которые могут быть заинтересованы в этом вопросе, исходя это администрация, судебная система, упрощенный или более сложный механизм вступления в силу, вступления в права. Но есть механизмы, которые позволяют процесс это пройти. Он непростой. Во-первых, потому как граждане просто игнорировали необходимость вступления в права в свою же собственность, которую они в течение 30 или 20 лет, или 15 лет, или даже большего количества времени овладели, пользовались, за которые они платили налоги, которые, может быть, даже с нуля создали после того, как оно погибло по какой-то причине. Поэтому мы призываем граждан не массово в каком-то порядке, а начать процедуру вступления в права. Какие услуги должны быть платные и бесплатные? Хотя бы на начальном этапе. Как это будет вообще работать? Государство ведь заинтересовано, чтобы сейчас люди тоже сами шли, с одной стороны. Да, правильно Олег сказал, что самое главное, что нужно сделать, это накопить большой объем достоверных данных, учетных сведений и о правах, и об объектах недвижимости. И этот процесс будет длиться некоторое время, он неизвестно какое время, если будет техническая возможность, его можно искусственно
самостоятельно, то есть насильно, так сказать, внедрить данные, проводя массовую инвентаризацию, либо он будет по естественным путем накапливаться и накапливаться. Чем больше информации будет, тем будет проще. А что касается граждан... Какие намерения сейчас у государства вот на начальном этапе? Стоимость работ... смотрите, идет такая вещь. Госпошлина, которая была, она остается. Просто она будет максимально маленькая, комфортная для граждан, в том числе для целей сделок. Сделки будут более фиксированные, статус иметь, стоимость. Там не будет 2% порога, так сказать, 2 будет фиксированные ставки в 2 или в 4 тысячи рублей для физлиц и для юрлиц. Что касается кадастровых работ, они будут тоже исчисляться механизмом, который позволит в диапазоне до 5, 10, 15, 25 тысяч рублей до 600. Это подразумевается полный комплекс работ. Границы земельного участка, границы здания, внутренние обмеры, акт осмотра, акт установления границ, весь процесс работ. Но в то же время есть категории лиц, которые будут получать льготы вплоть до минимальной стоимости, может быть, даже бесплатно. Есть льготный период, мы пытаемся сейчас через закон, поправки к закону мы уже как раз направили. Они находятся в парламенте на рассмотрении, и надеемся, что в ближайшее время тоже будут вынесены для обсуждения и в надежде утверждения, в котором подразумевается механизм до 30 года проведения максимальной амнистии для всех граждан, у которых есть права, есть неуточненные данные, либо уточненные. Если у вас весь пакет документов соответствует требованиям, в данном случае вы просто оплачиваете максимум акт осмотра, удостоверение того, что все документы соответствуют, и все, на этом заканчиваются ваши платежи, за исключением госпошлины. А есть категорию лиц, которые вовсе ничего не заплатят за эту процедуру. И для сельской местности тем более устроены льготные условия для регистрации, переучета, в том числе и по цене. Но я уточнить хотела, это в поправках вот это отражено? Не только в поправках. Но сейчас в законе, который вступает в силу, это тоже расписано? Льготы имеются сразу в законе, в том числе для госпошлины. В порядке установления и определения размера стоимости работ кадастровых, там тоже будут вноситься специальные механизмы, которые позволят значительно уменьшить стоимость работ для определенных категорий лиц и, в общем, для тех лиц, у которых уже имеются учетно-регистрационные документы, соответствующие нашим требованиям. То есть поправка должна усилить эту позицию и расширить, возможно, какую-то категорию. Олег, вот вы совет какой бы дали для наших граждан? И услышали, какие суммы, для того, чтобы оформить и пройти такой новый учет? Самый главный совет – это беречь документы в порядке. Документ на недвижимость, не относиться к ним с пренебрежением. То есть, если у вас есть документы на землю, на квартиру, на дом, на строение, на любую такую ценную для вас вещь, нужно их беречь, хранить, знать, где они находятся, хранятся, чтобы в случае необходимости можно было всегда прийти и достоверно подтвердить свои права, чтобы не стал вопрос, когда устно, на словах это ваш актив, ваш участок, ваша территория, но у вас при этом нет на это документов. То есть необходимо легализовать и иметь на руках документы, подтверждающие ваши права на то, чем вы владеете. Ну а вот по деньгам Тимур рассказал, как эта процедура будет выглядеть, сколько это будет стоить. Как вы считаете, может быть, на каком-то начальном этапе государство ведь заинтересовано получить такую картину общую и, может быть, привлечь таким образом граждан, чтобы они этот учет прошли и сделать объем каких-то работ расширить и сделать бесплатно? Те пошлины, которые сейчас Тимур назвал, они зачастую оказываются меньше, чем пошлины сделок последних лет. То есть сейчас идет 2%, и в рублях это бывает 5, 7, 10, 15, 20 и больше тысяч рублей. Если будет пошлина фиксирована, как сказал Тимур, то, прежде всего, это сподвигнет людей определять реальные суммы сделок, указывать в документах. Это тоже важный момент для того, чтобы государство имело достоверную информацию об уровне цен на рынке недвижимости. Об уровне цен и часть экономики тоже вывести из тени таким образом. Получится благодаря вот таким решениям?
Я думаю, что это будет хороший шаг в этом направлении. Тимур, последнее слово, буквально 2 минуты остается. Как вы считаете, какой эффект в целом государство получит, кроме того, что картину того, что мы имеем, да, по недвижимости? Четкое представление, безопасность граждан это получит государство. Оно будет знать, что граждане знают о том, что у них есть, где у них есть, и что они защищены и будут спокойны. В том числе мы получим картину о стоимости рынка недвижимости через кадастровую оценку, но это продукт будущего. Не первого года, так сказать. Это будущий процесс, долгий и сложный тоже. И это в связке идет с инвестиционной привлекательностью? В том числе с инвестиционной привлекательностью. Чем больше стоит наша недвижимость, чем больше она доступна информация о том объеме, который у нас есть, и стоимости ее общей, тем больше будет привлекательность для вложений в эту недвижимость и в эту часть экономики. То есть, если будет знать, что здесь большой объем недвижимости, и он ценный, то человек, имеющий ресурсы, захочет сюда вложиться. Ну и система прозрачная, легко и быстро можно получить информацию, увидеть, и доступ к этой информации будет у каждого. Поэтому будем дальше смотреть, как этот закон будет работать на практике. Спасибо большое, что были с нами здесь в студии. Спасибо вам. До свидания. А нашим слушателям напомню, в нашей студии был директор кадастровой палаты Тимур Сангуля и юрист Олег Попаскири. Мы говорили о законе о кадастре недвижимости, который вступает в силу с 1 октября этого года.